Торжественные мероприятия, посвященные 20-летию Академии наук Абхазии, начались с возложения венков и цветов к мемориалу славы в селе Ишера. Невозможно переоценить роль первого президента Абхазии, ученого, академика Владислава Ардзинба в создании современной Отечественной академии наук. Сразу после завершения Отечественной войны 12 декабря 1993 года председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба подписал постановление об образовании Академии наук Абхазии. Но в связи со сложной ситуацией на тот момент постановление было реализовано только в октябре 1997 года. В честь юбилея Академии наук Абхазии в Центральном выставочном зале Сухума открылась фотовыставка. Посетителям, в числе которых знаменитые российские ученые, профессора и академики, были представлены фотографии, рассказывающие об истории абхазских научных институтов, сельского хозяйства, ИИПИТ, Института экологии, СФТИ, Гидрофизического института, АБИГИ, Института ботаники. В советское время в Абхазии был целый ряд научно-просветительских обществ. Будучи гражданами одной большой страны, абхазские и российские ученые тесно сотрудничали. В Абхазии велись уникальные научные разработки, например, на базе ИИПИТ и СФТИ. Абхазская наука шагала в ногу с наукой великой страны СССР. На сегодняшний день между Академией наук Абхазии и российскими научными учреждениями подписано не одно соглашение о сотрудничестве. В 2003 году мы заключили соглашение о совместной работе. И с тех пор неуклонно мы его выполняем и сотрудничаем. Я долгое время был ректором Тимирязевки, почти 11 лет. И поэтому за этот период нам удалось кое-что сделать. Не только, скажем, поставки техники, оборудования, семенного материала, но самое главное – в подготовке кадров и освоение технологий, которые были в Тимирязевке. Сейчас совместно с институтом мы освоили все эти направления. Поэтому мы впредь будем сотрудничать, и не только Тимирязевка, а другие научно-сельские институты по сельскому хозяйству. Я приехал, привез с собой представителей именно той части аппарата Академии наук, которая занимается грантами, занимается организацией различных проектов, занимается внебюджетной деятельностью. Я вообще надеюсь, что в дальнейшем мы будем с вами самым тесным образом сотрудничать. Если раньше мы работали по линии институтов или отраслей, допустим, медицинские и другие науки, то сегодня мы переходим уже на новый этап, который будет характеризоваться определенными договорными отношениями, определением стратегии развития науки в наших странах. И, конечно же, это будет связано с подготовкой научных кадров. 20 лет вроде не так уже и много, но, в принципе, за 20 лет развития Академия показала себя силой, которая способствует развитию, социально-экономическому развитию Абхазии. И очень приятно, что мы здесь встречаем именитых ученых, которые много сделали для развития науки не только страны, но и всего региона, а может быть даже, можно сказать, и в мировом масштабе. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество. Уже за эти дни, 2 дня, что я тут был, мы наметили планы. Особое направление мы видим в перспективах хорошего взаимовыгодного сотрудничества в области гуманитарных наук, исследования народов, написания энциклопедий, поскольку наша академия, она больше нацелена на это. Открывая торжественное заседание, посвященное 20-летию Академии наук Абхазии, советник президента Владимир Зантария отметил высокое значение науки для развития государства в целом. Обращая особое внимание на интегрирующую функцию и консолидирующую роль науки, академик Владимир Иванович Вернадский отмечал ее способность стать объединяющим центром духовной работы всего человечества. Сравнительно небольшой отрезок времени, прошедший со дня создания Академии наук Абхазии, ярко продемонстрировал ее жизнеспособность и готовность наших ученых полнокровно участвовать в строительстве государства.
Приветствуя гостей, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа напомнил об истории создания Академии. На сегодняшний день АНА состоит из 3 отделений и 9 институтов. В ее составе 15 академиков, 11 членов-корреспондентов, 19 почетных иностранных членов. В подведомственных учреждениях работают более 400 исследователей, из которых 29 – это доктора наук и 93 – кандидаты наук. По мнению Зураба Джапуа, для регулирования процессов, связанных с поступательным развитием науки в Республике Абхазия, необходимо разработать и принять закон об Академии наук Абхазии. Государство будет иметь перспективу лишь в том случае, если стратегия развития науки и технологий будут поставлены на один уровень со стратегией национальной безопасности, подчеркнул Зураб Джапуа. На торжественном собрании выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства поздравил научное сообщество с юбилеем и подчеркнул, что несмотря на немалые экономические сложности, сопутствовавшие развитию отечественной науки, достаточно очевидны достижения в ее различных сферах. Исследования ученых в гуманитарных, естественно-научных, точных технических, медицинских и иных отраслях науки получают достойную оценку не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Рауль Хаджимба особо отметил роль выдающегося государственного деятеля, основателя современного абхазского государства, академика Владислава Ардзинба и его единомышленников, видных деятелей отечественной науки в создании Академии наук Абхазии. Сейчас абхазская наука уверенно входит в спокойное русло своего возрождения и развития, подчеркнул президент. Мы высоко ценим то, что было сделано за все годы советской власти, после военного периода, нашими институтами, нашими учеными, которые занимались проблемами истории и языка. Но сегодня эта дорога выбрана в будущее этими людьми, которые стояли у истоков национально-освободительного движения. Но нам нужно всем понять, что необходимо развивать и остальные направления, серьезно подойти к вопросам точных наук, медицины, экономики, все те, которые будут способствовать поднятию нашего бюджета, наших возможностей, которые создадут лучшую социальную основу для нашего государства. Уважаемые ученые, уважаемые гости, хотел бы еще раз пожелать вам доброго здоровья, новых научных свершений во имя развития и роста отечественной науки, во благо процветания нашей Родины. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присуждении государственной премии Республики Абхазия имени Георгия Дзидзария в области науки за 2017 год. Кандидату исторических наук, доценту Алику Габелия за монографию «Абхазия в предантичную и античную эпохи». Доктору филологических наук, профессору Зурабу Джапуа за монографию «Абхазский нардский эпос. Текстология, семантика, поэтика». Доктору филологических наук, доценту Леониду Саманба за монографию «Вопросы абхазского и общего языкознания». В честь юбилея Академии наук Абхазии поздравительный адрес прислал президент Российской академии наук Алексей Сергеев. Текст поздравления зачитал советник президента Абхазии Владимир Зантария. Президенты Академии наук Башкортостана, Татарстана, Республики Саха и другие почетные гости поздравили абхазских коллег с праздником и выразили желание и готовность к дальнейшему сотрудничеству. На торжественном заседании выступили также представители научного сообщества Абхазии.